Фестиваль, фестиваль, фестиваль. Впервые флаг фестиваля туризма «Аймикон. Полюс холода» был поднят в 2000 году. История фестиваля – это история превращения уникального географического бренда в главное зимнее событие Якутии. В этом году фестиваль посвящен столетию индигирской экспедиции под руководством Сергея Обручева, выдающегося исследователя, геолога и географа, члена-корреспондента Академии наук СССР. Его дочь, доктор исторических наук и глава фонда наследия Обручевых Татьяна Сергеевна, стала самым почетным гостем нынешнего фестиваля. На сегодняшний день Аймикон. Полюс холода является визитной карточкой Якутии для наших туристов, потому что здесь переплетаются вековые традиции, культура, самобытность и является местом притяжения многих туристов со всего мира. И сегодня дополнительно отрадно, что он привлечен к 100-летней экспедиции Сергея Владимировича Обручева. И он показывает нам, что и в те времена был проявлен характер, мужество и преданность своему делу ради большой реализации на сегодняшний день. Поэтому, уважаемые участники, хочу пожелать вам в эти дни прекрасного настроения, зрелищных событий и выразить огромную благодарность всем организаторам конкурса, участникам и нашим туристам, гостям, которые приехали со всего мира. Всех сердечно поздравляю! На импровизированной сцене гостям показали театрализованное представление, посвященное столетию индигирской экспедиции. Северная ночь, лесных заломов косяки, голодный бред и тропы волчьи. Большого народно-хозяйственного и промышленного значения. А в 30-е сроки скорые, на решающие дела экспедиция поисковая сформирована здесь была. Настроение очень хорошее, как и погода сегодня, да? В Уснере впервые мы проводим это мероприятие, потому что в этом году мы отмечаем столетие индигирской экспедиции Сергея Владимировича Обручева, который 100 лет назад он впервые с экспедицией приехал в наш край, и вот благодаря его открытию у нас до сегодняшнего дня развивается наш район в части промышленным отношений, скажем. А так сегодня вся Уснера здесь на празднике находится, у людей, у народа очень хорошее настроение. Настроение праздничное, солнечное. Очень хорошо, что аймиконцы умеют не только трудиться, но и отдыхать. Поэтому видим, национальный колорит представлен. Даже и молодцы привезли и символ района северных оленей. В целом, это мероприятие для детей. Это для них все делается, чтобы, как говорится, дети привыкали к культуре, воспитывались в ней. Если даже ни одного туриста не приедет, мы праздник организовываем для себя, аймиконцы. Понимаете как?
Туристы едут смотреть, как здесь жизнь устроена, как отдыхают люди, как работают, как отдыхают. Поэтому не надо для туристов ничего организовывать, надо для себя. А туристы, они всегда появятся, когда увидят, что здесь все красиво, привлекательно и многообразно. А народ веселился на славу. У торговых палаток толпились за сувенирами и деликатесами. Фотографировались у ледовых скульптур. Дети катались с горки и толпились у оленьих упряжек. Я родился и вырос так же, как мои родители, мои бабушка, дедушка, тоже здесь, из республики Саха-Якутия. Здесь родились мои дети. Вот. Поэтому очень приятно, что провели такой фестиваль, что каждый год наш поселок преображается. Вот. В общем, почаще в таких праздниках весенних. А тем временем на сцене властелину холода Чисхану торжественно передают символ холода, который будет храниться в его ледовой резиденции внутри горы Эбехая до следующей зимы. Фестиваль ежегодно привлекает множество туристов из разных регионов республики и страны. Побывав однажды, многие возвращаются. Я руководитель туркомпании «Кюнейге». В прошлом году мы приезжали, здесь тоже большой компанией, 33 человека, а в этом году нас 38. Со всей республики, с разных улусов. К нам приехали из Верхневилюйска, из Ленска, из Мирного, из Кобяйска, вообще из разных улусов. В основном у нас 50+ женщины. Вот, показываю нашу республику, показываю север. И не только показываю, да, но и здесь мы, самое главное, все пробуем. И поучаствовали. Заранее там подготовили по дороге концертный номер. В общем, чтобы показать не просто как зритель, да, а именно быть участником всего этого действия. Вообще замечательный фестиваль. В этом фестивале я 3-й раз сама. Вот, мне очень нравится. И то, что вот в этом году здесь в Уснере сделали, это вообще замечательно. Тут никакие декорации не нужны. Гора Юрбе, она сама декорация. Вообще замечательно, супер. Зачем мы сюда приехали, да? Конечно, мы приехали, чтобы посетить горы Таскаста, вот, чтобы туда подняться, силу духа свою проверить, да? И, конечно, познакомиться здесь с жителями и покататься на оленях и побыть в настоящем стаде, с оленеводами познакомиться. Вот. Всю эту вот историю нашего родного края посмотреть, увидеть, потрогать, пощупать, ну и вкусить вкус севера. Спасибо за ваши деликатесы. Все попробовали. Вообще замечательно. Все-таки здорово, когда приезжают такие талантливые гости, которым хочется побывать везде и увидеть побольше. Ну, вы знаете, очень много путешествую. И стараюсь выбирать какие-то такие места нестандартные для туристов, удаленные уголки. Вот последнее мое путешествие, это был мыс Дежнева, например, Чукотка. Вот сейчас была недавно в Кинозерье в Архангельске. Вот. Ну и, конечно же, Аймикон. Давно очень планировала это путешествие, Якутия. Вот сейчас детские каникулы школьные, и приехала с сыном, не одна приехала. Вот, хотела показать ему вашу прекрасную природу, ваш край, познакомить с чудесными людьми. Уже немножечко мы познакомились, да. Мне очень нравятся, очень душевные, открытые люди. Очень открытые, готовы показать, принять. Поэтому очень нравится. И белоснежные вот эти горы еще так радует погода, солнце. Так что очень здорово. Пока только вот в восторге. Вы дальше поедете в село? А мы в Тамтор еще поедем, да, у нас обширная программа, то есть мы на полюс холода обязательно, как бы. И дальше еще в Якутии несколько дней побудем, тоже хочется сходить в музей Мамонта, посмотреть, ребенку показать. Но у меня основная задача ребенка тоже погрузить, показать, потому что дальше они будут расти и передать как бы вот эту возможность путешествий, показать, какая у нас прекрасная страна, сколько много возможностей открывается, да, ребенку в том числе. Какие у наших девушек и женщин красивые костюмы. Это не просто одежда, это настоящее произведение искусства. На импровизированной сцене участницы первого тура конкурса «Мисс Полюс Холода».
Сегодня приехали поддержать нашу красавицу Саину, которая будет участвовать в «Мисс Полюс холода». И надеемся на победу нашей красавицы. Еще должны вот сейчас участвовать в конкурсе строганины. Которое будет проводить наше село. Организует наше село тоже Сирють. Буду в жюри сидеть. Тоже у нас в Сирюте участвует две команды. Одна семья Атласовых и две девушки тоже участвуют. Все очень красиво, все шикарно. Прекрасные девушки, которые участвуют в конкурсе. Мы всем желаем удачи, счастья, любви, победы в конкурсе. И каждая из них, которая вышла на сцену, она уже победила. Прекрасная республика. Нам очень нравится, все очень красиво, добрые люди. И все обычаи очень шикарные, очень красивые. Мы в восторге, правда. Откуда вы приехали? Я сама из Мариуполя. Работаю здесь, в республике Саха-Якутия, на предприятии ООО «Аймега». Понятно. А девочки – это ваши гости? Нет, это мои коллеги. Это моя начальница Ольга Леонидовна. Очень добрый, хороший человек. Мы из Магадана приехали. Очень хороший праздник. Сегодня прекрасная погода. Настроение у всех очень хорошее. Всем очень нам понравилось все. Какой же фестиваль без спортивных состязаний? Традиционно в этот день проводятся состязания по глубокому снегу игры Чисхана. А вечером для молодых и самых выносливых в ледовом парке на реке Индигирке холодная дискотека. Проведение фестиваля зимнего туризма «Путешествие на полюс холода» имеет большое значение для региона. С каждым годом растет поток туристов из разных уголков республики, страны и мира. Гости фестиваля имеют возможность испытать свои силы в экстремальных условиях. В этом году впервые прошли соревнования по скайранингу и сноубордингу и слалому. Аймяконский район открыт для всех, кто ищет настоящих приключений. Аймяконцы научились встречать гостей теплом души, даже если на улице -60.